Друзья, всем привет! Сегодня я решил сделать такое лайтовое видео, пройтись по одной из главных и интересных улиц Улан-Батора. С той стороны у нас находится Ихдылгур. И вот эта улица. Осенью, зимой она не такая оживленная. Нет, вообще-то оживленная, просто меньше различных здесь, вот этих вот киосков с едой. Сейчас это вообще улица супер. И немного я пройдусь, иду в сторону цирка. Сегодня был дождь, на улице очень свежо, прохладно, нормально, в общем. И буду снимать жизнь Улан-Батора и немножко свои мысли озвучу по поводу часто возникающего вопроса о том, как быть нам с территориями в Иркутской и Забайкальской областях. В общем, у меня, смотрите, какой, друзья, план. Сегодня я думал об этом и наконец-то придумал. Как только начинаются процессы по становлению независимости... Ой, я раньше почему-то этих не замечал. Их что, недавно поставили? Как только начинаются процессы по становлению независимости Бурятии, нужно тут же... собирать юристов, собирать все документы и доказывать, что эти земли исторически наши. И Чита, да, Забайкальский край, это, скорее всего, будет Дальний Восток, Дальневосточная республика, а Иркутск, это, наверное, будет Сибирская республика, да. И сразу же предъявлять вот эти вот документы с вновь образовавшимися также независимыми государствами. После того, как мы их подаем, и мы предлагаем некоторые условия. Во-первых, это для каждого независимого государства важно, чтобы его признало другое какое-то государство. То есть мы говорим о том, что мы сразу же готовы признать их независимость. Также мы предлагаем деньги. Понятно, деньги это будут кредитные. Конечно, когда-то они были нашими, этими земли, но прошло время, и это все будет сложно. И любой вопрос всегда легче решить деньгами. То есть мы просто их выкупим и какие-то еще условия им предложим. Но это уже для разговор торга, да? Какие-то еще условия, предложения для них будут. Ой, это Супару Импреза. Так. В общем, я с этой камеры еще буду стримить. Разберусь полностью, затем буду стримить. Как видите, камера снимает отлично. Крутая камера. Итак, погода для съемок просто идеальная вообще. Сейчас перейдем дорогу и продолжим. Ну, что я думаю, почему вот эти вот люди, новые республики, согласятся с этими условиями? Потому что, ну, во-первых, им будет выгодно. У всех будет дефицит с деньгами. Понятно, что у нас тоже, но, как сказать-то... В общем, мы пойдем просить деньги у Евросоюза. Нет, пойду к цирку. У Евросоюза, Международного банка.
Короче, мы будем искать деньги везде. Но, видите, почему важно сразу же подготовить документы и сразу же вот этот процесс запускать. Чем больше пройдет времени, тем все это будет сложнее делать. Воевать за эту землю никакого смысла сейчас нет. Во-первых, не будет никаких сил, и вряд ли это кто-то вообще поддержит. Конечно, территории важны, но не путем войны. Это все-таки мы в другое время живем. Сейчас всем выгоднее будет договориться. А почему, я считаю, они пойдут навстречу? Иркутская область, да, ну нынешняя, будущая Сибирская республика и Дальневосточная республика. Потому что, в общем-то, земли у всех, кто живет на территории как бы ныне еще существующей Российской Федерации, земли у всех валом. Тем более у Дальнего Востока и Сибирской республики, да, Иркутской области. Так что этой земли, хоть, как говорится, задницей жуй, да. И поэтому они согласятся. Тем более это же будет не просто так. Ну и тем более у нас же еще железная дорога и вообще федералка. То есть мы в таком важном стратегическом месте вообще-то живем. Поэтому всем это будет интересно и выгодно. Так, сейчас хочу показать этот дом, кстати. Он немного похож на вот, который в Москве же есть такие высотки-то. Ну, совсем чуть-чуть похож. Время вечернее. В общем, друзья, я это, наверное, еще на стриме проговорю. Ну, вот такая у меня идея. И я думаю, идея хорошая. Не потому, что я ее предложил, а потому, что это, ну, как бы реалистичный план, на мой взгляд. Просто надо делать будет все сразу и вовремя. Для этого, естественно, надо уже сейчас все эти вопросы, правильно, что пишите комментарии, сейчас эти вопросы уже сразу же решать и готовиться к решению этой проблемы. Вот как-то так. Ладно, тем временем я иду к стритфуд. Есть тут такая прекрасная, ну, это не улица на самом деле, это как бы, короче, сейчас увидите, это несколько заведений, где продают разнообразную пищу. Вообще прикольно. Кстати, я узнал, что сюда люди даже некоторые ездят типа гастротуры из России, видимо. Потому что здесь очень много разнообразной кухни мировой. Даже кто-то мне говорил, даже, в общем-то, и в России не так, ну, много, конечно, но чего-то все равно нет. Так что Монголия меня в хорошем смысле очень удивляет. Итак, вот мы, в общем-то, уже пришли. Вот. Сейчас я покажу. Вот стритфуд. Такое вот заведение. Сейчас я внутрь пройдусь. Уже закрывается. Тут, в общем, на любой вкус есть разная пища. Но сейчас уже закрывается, потому что уже поздно становится. Уже 8 вечера. После 8 даже, то есть. Ладно, друзья, я планирую вернуться на ту же улицу. Отсюда, кстати, вот видите, вдалеке видно этот Blue Sky. Так, это... Нет, это не Blue Sky, но... А, нет, дальше, да, Blue Sky. Так что мы совсем близко к площади Талбе. Площадь Сухобатора. Так, сейчас я вам покажу вот эту вот скульптуру и на этом закончу. Потому что она очень интересная. Напоминает женщину. Ну, видимо, да, это сидящая женщина. Ну ладно, друзья, пишите ваши комментарии. Как вам город Улан-Батор?
Смотрите, кстати, здесь вот тоже, видите, такое вот строение. Как вам город Улан-Батор? Как вам мое предложение по поводу исконно-бурятских земель? Как с ними быть? Что вы думаете по этому поводу? Ну, а если вам нравятся те видео, которые я снимаю, пишите обязательно комментарии, подписывайтесь, ставьте лайки. Все, всем до встречи.